К другим темам. Почти 10 лет поселок Югоренок в Усьмайском районе является закрытым. Несмотря на это, в нем продолжают жить люди. Как доставляются необходимые грузы до самого отдаленного населенного пункта района, узнал Юрий Таюрский. Отдаленность, а Югоренок находится в 350 километрах к юго-востоку от районного центра поселка Усьмая, да и добраться до него не всегда представляется возможным. Только опытный водитель большегрузных машин рискнут доставить груз по назначению. Жизнь в населенном пункте продолжается. Завозятся продукты питания, стройматериалы, топливо и уголь. Завезли уголь, в поселке тепло, пока тепло, нормально. Я так думаю, что угля немножечко не хватит, и вполне возможно, что придется завозить весной уголь. Джабарики Хая сейчас не смогут завести нужный объем. Потребность угля одной котельной поселка составляет 2500 тонн. На сегодняшний день завезено 1800. Недостающие 700 тонн угля будут завозиться в ноябре-декабре месяцах уже по открытому зимнику. Несмотря на закрытый статус поселка, в Югоренке проживают 272 человека, в том числе постоянных 146 и с временной регистрацией 145 человек. Поселок живет своей жизнью. Конечно, у нас инфраструктура не вся существует, нет детского сада, нет школы. Она тоже сказывается на жизнь поселения. Все-таки поселок закрытый, об этом мы помним. По переписи 1989 года численность населения поселка золотодобытчиков составляла около 2000 человек. С распадом Советского Союза начала рушиться и отлаженная система золотодобычи в стране и закрываться пустеющие поселки. Иныкчан, Бриндакит, Усиныкчан, Юр, Акра остались лишь названия поселений, память старожилов и золотодобытчиков. Юрий Владимир Таюрский, Тимур Канаев, НВК Саха, Усьмайский улус.